поклевка. Я тут закормился. Ух ты, вот это дядя. Вот это дядя. Обалдеть. Хороший попался, вообще хороший. В общем, 10 часов вечера. Тут клюет. Я только приехал с перемета. Налима нету, поэтому нынче перемета не будет. Можете не ждать. Так, все остальное будет другая рыбалка вместо этого. А так бы, если бы был бы даже и перемет, то другой рыбалки не было бы. Пришлось бы все время перемет только показывать. Ну и все, что не делается, все делается к лучшему, друзья. Вот. Отлично. Рыба подошла. Я просто сейчас вот опускал камеру посмотреть на дно морское. Что-то как, где вообще сидим. Как мне там прикормка легла. Потом раз смотрю, там что-то кто-то шныряет. Шик-шик-шик-шик. В темноте. А это оказалось вон. И малька куча. Здесь, короче, завтра сига возьмем. Поэтому хорошие места все равно только путем поиска находятся. Так вот, друзья. Все об этом знают. Есть. Кого-то подняли. Жерличный. Это хорошо. Только начал что-то делать, сразу поклевочка. Начал я делать заточку ножей к ледобуру. Редко, но метко клюет. Смотри-ка в палаточке. Жерличные. На потроха сороги клюет. Причем эти потроха им уже 100 лет. Палатки это. Ну, то есть итак, друзья, перед сном решил поставить жерлицу прямо в палатке. А почему бы, собственно, и нет, да? Как мы раньше делали в старые добрые времена. Это постоянно моя коронка. Ставить жерлицу прямо в палатке. Что хорошо, утром, если проспишь, то просыпаешься под звук жерлицы. Выстреливающий. Вот это начало утра. Такое начало мне всегда нравилось. Опускаем на дно. Топориком.
хоть дошел. И ставим просто прямо в палатке. О. Вот это я понимаю. Это по-нашему. Щука сдернет в любом случае. Может попробовать на двух глубинах. Сверху, снизу. Ну хотя одной хватит. Ветер разбушевался. В палатке очень сильно быстро остывает. Поэтому, друзья, сейчас я буду кочегарить печку и спать. Сегодня у меня был очень сложный и тяжелый день. Впрочем, и как и всегда, как и каждый день. Если кто думает, что рыбалка это отдых, то вы ошибаетесь. Можете приехать ко мне отдыхать, поотдыхать. То есть не ко мне, а выехать так же и поотдыхать. У меня-то по-любому отдохнете. Ну все, давайте. Вот такое у нас утро. Вот, вчера переехал сюда. Ветер поменялся. Уже северяк дует. Вон то место, где я до этого рыбачил. Яныч, Дмитриевич, где рыбачили в основном. Вот. А здесь вот, смотрите, вот следы снегохода. Вот они подъезжали сейчас ко мне на 3 снегоходах. Толпа рыбаков. Вот здесь мои жерлицы. Спрашивали все, где рыба, да чё. Но я стойко держался. Не выдал им рыбные места. И они уехали вон туда. Вон они. Спрятались за балком, сидят. Уже рыбачат от ветра. Прячутся. Вот. Смотрите. Жерлицы воткнул только что. Вот так я вчера все это привез. Вот. Ну, здесь уже дрова попилил. На день мне должно хватить. Такой пейзаж. Оттуда вот вытекает протока. То есть отсюда втекает туда протока. Вот. Тут основная Ленская протока вообще как бы. Река Лена у нас там. И поселок, соответственно, там. Вот река, с реки вот так затекает. Здесь вот мимо. И туда тоже протекает одна протока. Сегодня должно быть тепло, обещали тепло. 20 градусов, все нормально. Для Ямахи вообще самое то. Здесь у меня рыба стоит в мешке. Ну что, ребята подъехали, я так и сказал, что я вчера вечером приехал. Точно не знаю, как здесь клев. Ну днем, говорю, ловил здесь, пробовал, нормально было.
Сорога, окунь. Ну они сига спрашивали. Сига, говорю, вон там одного маленького взял он. И все в прошлый раз. И Яныч с Дмитриевичем тоже говорят, что-то как-то не очень. Испортилось он там, этот, берег испортился, вот, дно испортилось. Раньше хоть глубоко было, мелко, сейчас вообще все мелко. Так. Давайте начнем облавливать с утра новое место. Рыбаки уехали туда подальше. У них там балок и так далее. Так, живцы у нас еще живые за ночь, поэтому жерлицы, думаю, надо переставлять. Вот это да! Вот это сорога. Понимаю. Такая вот. И ведро кое-как поместилось. Так. Думаю, сегодня надубасим мы сороги. Так, давайте, думаю, сначала, наверное, все-таки воткнем жерлицы, и потом начнем уже и завтракать, и все тому подобное. Если, конечно, получится. Сейчас я быстренько сбегаю и поставлю. Потому что плотность здесь сороги и окуня большая вчера была на камере. Не знаю сегодня как будет. Погода сегодня сменилась, ветер сменился, все поменялось. Поэтому может быть и по-другому. Еще мне надо дрова напилить на день и на ночь. Так, сходил, зарядил жерлицы. Сейчас время от времени буду поглядывать. И давайте уже сейчас завтрак готовить, и завтракать, и рыбачить. То есть рыбачить и готовить завтрак. Так будет правильнее. Быстрее опустим мышку. Что там у нас печка рассказывает? Вот так вот бутербродик приготовился с сыром. Тут еще вот сало внизу. Как будто поклевочка была. Ага. Идет. Сегодня что-то вяло, совсем вяло. Может, из-за того, что северный ветер подул. Ай, ёлка. Хотел блесенку сделать, опустить. Но смотри, как клюнуло.
Так. На блесенку сорога даже схватила. Чё себе. Это блесенка. Так. Вот и окунь подошел. Отлично. Ближняя жерлица у меня сработка. Пойдемте проверим. Ух ты, вот это да. Жирный-то какой, а. Обалдеть. Тут-то да. Фига он сколько весит. Икряной. Удочку соберу, потому что был у меня уже опыт один в прошлом моем видео. Ушел вроде, хожу, пришел, думаю, что-то не хватает в палатке. Смотрю, удочки нету. Пойдемте жерлицу проверять. Надеюсь, что что-нибудь-то и попалось на нее. Хотелось бы, чтобы что-нибудь попалось, конечно. И вам интересно, и мне интересно. Одеваюсь легко, чтобы тут рядом так, вот эта жерлица сработала. Вымотана вся. Это не холостая сработка, друзья. Это реальная поклевка щуки. Килушка, может двушка, полторашка. И не того меньше. О, сопротивляется. Заходи давай. Нет, чуть побольше килушки-то будет. Вот такая вот щука попалась. Ну что, друзья, можно поздравить меня с щукой. Спасибо за ваше поздравление. Живца вообще заглотила туда в самое. Не хочу. Самое горло заглотило живца. Почти туда до желудка. Он у нее ушел. Вот.
Ну где-то 2, 3. Двушка, 2,5. Пойдемте за живцом. Опять зарядим. Вдруг еще будут щуки. Так, сходили, проверили наши жерлицы. Вот, живцы нам как раз нужны. Этого сюда. Ну что сказать, щука есть. Поэтому будем сегодня максимально пытаться ловить щуку. Ну и самое главное, чтобы, конечно, у нас расчет на сига. Если был бы сиг, было бы еще лучше, конечно. Поэтому вот блесню пробую блеснить. Такой ненавязчивой маленькой блесенкой, чтобы щука не заметила. Иначе оборвет все. Но тут уже крупноватый. Ребят, крупная сорожка. Есть живец, жерличный. Так, сейчас надо жерлицы посмотреть, что там рассказывают они. Так, сейчас быстренько глянем. Тишина. Тишина. Чемодан открыть не дают, представляете? Ай, ёлка. Только тянусь с чемодана, все. Сразу поклевка. Быстренько открываем чемодан. Да что ты? Так и не открыл. Ну, неплохой чубак. Ну вот, друзья, вот такая вот уже куча рыбы. Здесь вот и сороги здоровые. Один, правда, окунь всего попался. Тот безглазый. Ну вот, живцов много, живечных. Сейчас отсортирую, живцов здесь оставлю. Остальное все на заморозку. Надо снаружи выкидывать. Но жерлицы стоят без изменений.
Что-то рыбаки походу уехали, что ли-то. Погода, не погода, поэтому. Бур почти отошел в палатке. Сейчас поставлю ножи, которые вчера затачивал ради интереса просто. Мне просто интересно стало, смогу, ну как, заточил я их или нет. А эти сниму пока. Итак, друзья, в прошлый раз компания Изуми мне отправила вот таких вот рачков, типа рачки какие-то вот силиконовые. Попробую, одного из них поставил вот в этой лунке. Порыбачить. Есть. Опа. Так, вот эта мормышка, она вообще все время ловит. Вот компания Изуми отправила, вот посмотрите, интересно, так все разные пробовал ставить, но вот именно вот это ловит вот в комбинации. У меня и светлая там стояла, и темная, потом и здесь тоже вот различные опускал вторую удочку с мормышками. Нет, именно вот только вот это. Не знаю, с чем это связано. Может, она у нее окрас вот этот красный удался как-то, или форма, может. И какой, смотрите, ёрш, обалдеть, впервые ерша ловлю. Обалдеть. Ну, зачем мне такой, я не знаю. Давай отпустим. Хотел было забрать, потом думаю, с чем не ешь. И так он тут редкий. Пускай живет. Ага. Есть. Эх, зацепил вторую удочку. Свою же удочку зацепил. Вот это дядя. Вот это дядя. Такой вот жесткий дядя попался. Довольно-таки мощный. Естественно, он все зацепит тут. О, тут другой уже идет. Тоже хороший. Ух ты! Неплохой такой. Не успел одно опустить. Уже вторая клюет. Что это сегодня? Жорж, что ли? Сегодня после обеда начинается. О, этот вообще заглотил по самой. Не балуй. Ты смотри-ка. Так, сейчас звонил домой.
Сказали, погода будет такая все 2 дня. Поэтому, друзья, радуемся тому, что есть, что ловим. А ловим мы прекрасную сорогу. Большого, крупного размера. С икрой. Увезем Семеновне. Эх, рано подсек. В общем, клюет исключительно на кишку сороги. Крупную сорогу беру, потрошу, кишку достаю и это на нее, собственно, клюет. Есть. Вот. Вот и еще одна хорошая мормышка вырисовывается тоже. Такая тигровая, как раса красноватого тигра.